дорогие, добрый вечер. С вами снова Лейла. Это конский жир. И буду его перетапливать. Мясо тоже разморозилось у меня для пельменей. И мне вот прислали вот такой вот салат «Цезарь», моя дочка. Вчера она поставила опять в Инстаграм. Лучше не ставить, чтобы я не говорила ей ничего. Поставила в Инстаграм, что у нее заказ какой-то выполнен был. Заказ вот именно салата «Цезарь». Я ей опять в комментариях написала: не ставь их, мне что-то постоянно хочется их поесть. И вот сегодня прислала мне такой салатик «Цезарь», короче говоря. Сейчас мы съедим его с Ибрагимом на пару. Сидит тут, облизывается. Это вообще-то, знаете, когда меня спрашивают в прямом эфире, какое блюдо вы любите, я никогда не вспоминаю, что я люблю. Вот салат «Цезарь» я действительно люблю. Даже обожаю. Хотите моего моську посмотреть? Посмотрите, какой кот. А ну-ка, чтобы его было видно. Вот, посмотрите, как он. Какой он толстенький. Во. Желудяга стал совсем. Не кот, а что-то. Котище какое-то. И вот, друзья, как я вам говорила, поставила перетапливать конский жир. Вот порезала вот такие вот кусочки. И не очень мелкие они у меня получились. Ну, как есть, так порезала. Не знаю, как смогла. И поставила вот на такую вот паровую баню. Друзья, я, если честно, не знаю, как его перетапливать. Единственное, что я всегда вот на такой паровой бане, но у меня столько гусиного жира не бывает, конечно, просто в маленьких кастрюльках, перетапливаю гусиный жир. А вот как нужно перетапливать конский жир, я не знаю. Но, наверное, точно так же, какая разница, это жир. Я вот поставила его. И вот пока я этим занималась, если честно, ну не занималась, я нарезала, поставила только что, но перед этим я смонтировала и выпустила свой ролик, и уже прочитала несколько комментариев, и в комментариях мне пишут, что слишком часто пользоваться им нельзя, не то, что слишком часто, вообще нужно пользоваться с осторожностью. Ну, я об этом предупрежу, конечно, свою сноху. Ну, если честно, я даже хотела маме мазать колени, но сейчас побоюсь, потому что вообще даже мазать. У мамы тоже очень болят колени давно. У меня, машалла, у меня нет именно колени мои не болят, но сильно болят ступни ног, конечно, очень сильно болят ступни, но колени не болят как таковые. Хоть и... Так, и друзья, ой, мы поужинали, я убралась. Быстро посуду помыла, но не помыла баночки для своего масла. Значит, масло у меня кипит на водяной бане. Так, капусту я, как видите, нашинковала уже. Аж 2 тазика. Так, натерла морковочку. Я много морковки не много морковки не люблю в капусту. Помыла перчики острые, которые буду сюда добавлять. Видите, видите, я их сушила летом. Осенью, вернее, вот так вот подвешивала, сушила под навесом. И вот всю зиму вот так вот я буду солить капусту. Так, что мне надо еще лавровый лист. Так, лавровый лист. Значит, у меня семена укропа. Я чуть-чуть присыпаю семена укропа. И что мне еще? Соль. Так, друзья, снимала, а оказывается, я и не снимаю. Значит, повторю. Вот, видите, тазик у меня стоит уже готовый, но повторюсь на этой капусте, которую я еще не солила и ничего с ней не сделала. Значит, я чуть-чуть присыпаю солью, тут мало капусты. Хорошенечко ее вот так вот уминаю. Эту тоже так же помяла. До того, как я засыпаю морковь. Так. Пробую, конечно, на вкус. Пробовать сейчас при вас не буду. Но быстренько покажу, что я делаю дальше, а потом попробую. Добавляю вот так вот морковочку. Это все я снимала, а оказывается, у меня не снимает телефон. Чуть-чуть добавляю вот семена укропа для аромата. Тоже не очень люблю, когда их много. Я не добавляю горошком перец. Если вы любите, добавляйте горошком перец. И я не люблю, когда он иногда попадается на зуб, если, ну, когда мы едим капусту.
Ну вот, все, видите? Сейчас я ее попробую только за кадром. Так, вкус соли восстановлен. И теперь я быстренько покажу просто немножечко, чтобы долго вас не занимать. Я стараюсь делать не очень длинные ролики, но они все равно получаются длинными. Так, сюда, если я не поставлю на стул, то будет шататься штатив. Так, кладу вот так вот ряд капусты, один слой. Туда ложу вот так вот 2 лавровых листика. И вот на кусочки порву прямо вот руками. Вот так вот. И один перчик острый. Все. И потом вот так вот хорошенечко умну. У меня когда-то была каталка такая без ручек, деревянная. Я ей уминала, было здорово. Ну и вот так вот дальше. Все. Показывать вам больше не буду капусту, чтобы вас не затягивать. Так, и все, друзья, видите, получилось у меня только пол-ведра, конечно, у меня больше капусты нет, но мне и хватит. Я не люблю сильно заквашенную капусту, я даже ей отстаиваться дам только до завтрашнего утра здесь. Вот так вот прижмем ее, поставим вот такую банку, гнет на нее, и все, и она у меня будет стоять только до завтрашнего дня, и потом я ее уже переложу в меньшую емкость, чтобы поместилась в холодильник. И поставлю в холодильник. Или можно в кладовку в это прохладное место. Я повторюсь, я не люблю сильно заквашенную капусту. Кто хочет, чтобы она была более кислая, то ей надо стоять в теплом помещении 2-3 дня. И в день 1 раз или 2 раза можно протыкать ее острым чем-то, чтобы выпускать углекислый газ. И все. Так, все. Первое, что я хотела сделать, я сегодня сделала. Даже не первое, а сделала даже второе, потому что уже у меня топится жир, причем хорошенечко уже перетопился. Так, морковка, видите, осталась. Ну ладно, она не пропадет. Я много не люблю морковки. Так, и за кадром я еще сделала, замесила тесто. Сейчас буду делать, лепить пельмени. И тесто замесила, и фарш приготовила. Так что, чтобы недолго вас задерживать, сейчас... Ну, много тоже не буду задерживать, показывать, как я делаю пельмени. Это, наверное, знают все, конечно. Так, вот, друзья, я нарезанная, ну, наделала вот такие вот заготовочки для пельменей. Делаю вот на этом аппарате, естественно, чтобы было быстрее, потому что время много уходит. Так, теперь вот на все положу мясо и закрою. Жир у меня, как видите, еще топится. Я в баночке залила кипяточек, чтобы как-то их простерилизовать. Так что вот так вот. Не знаю. Я никогда, повторюсь, не топила этот жир, но посмотрим. Хуже не будет, по крайней мере, что он на водяной бане, если даже его не нужно применять внутрь. Мне кажется, лучше так, чем вот он будет пережариваться. Так, сейчас быстренько. Я в перчатках, потому что я их положу в холодильник, в морозильник, вернее. Вдруг будет заказ, чтобы можно было смело продавать. Для себя дома, конечно, я в перчатках ничего не готовлю, даже и не умею. Ну а на продажу стараюсь, не то что стараюсь, делаю в перчатках. И одеваю обычный белый халат. Но сегодня мне что-то не очень-то захотелось идти туда, одевать этот халат. Так что просто передничек. Так, друзья. Сейчас. Мне, конечно, очень неудобно в этих перчатках. Я даже в огороде мало что могу делать в перчатках. Но приходится. Ну и все, как всегда. Пельменями никого не удивишь, это ничего нового.
обычные классические пельмени, как говорится. Есть, конечно, разные разновидности, там квадратные, косичкой заплетают, все такое, но я этим не увлекаюсь. Косичкой заплетать вообще не умею. Очень бы хотелось мне, это дагестанские курзе, по-моему, называются, вот их делать, заплетать. Сейчас, если я сейчас скажу, что Жанна, наверное, смотрит меня, моя подруга, тоже дагестанка, которая продает семена, вот все такое. Она как-то говорила, я приеду и покажу тебе, как делать и кюрзе, и как делать дагестанский хинкал. Но у меня не получилось ее привезти осенью, но я надеюсь, как только весенний сезон начнется, я ее привезу к нам, и мы обязательно с ней будем делать и дагестанский хинкал, и кюрзе, и она меня научит. Так что, надеюсь, я научусь делать их. И она мне еще говорила, что научит меня красиво делать пельмени тоже. Ну, тоже косичкой пельмени делать. Я их не умею делать. Даже, в принципе, не то, что не умею, и не старалась их делать. Может быть, как-то, если бы и взяться за это, и можно было бы сделать, но... У меня всегда была большая семья, друзья, она и сейчас у меня не маленькая, поэтому заморачиваться как-то, делая красивые пельмени, у меня времени никогда не бывало. Тем более после смерти мужа, когда я постоянно работаю. Когда еще он был жив, конечно, я только занималась домом и кухней, и стряпней. А эти последние 15 лет все нам приходится делать самой. И на кухне, и по работе, и везде. Это я сейчас просто вот эти полгода не работаю. А так практически все время, считайте, работала. Хоть на себя, но работала. Получается, что на себя, конечно, потому что занималась полями. Вот такие вот дела. Друзья, все-таки прогулка на свежем воздухе для меня благотворно повлияла. У меня какая-то энергия появилась, сонливость как-то прошла. А то обычно в это время мне очень хотелось спать, ничего не хотелось делать. Так что, наверное, я постараюсь, по крайней мере, каждый вечер, хоть небольшие, но делать прогулки. Вот так вот. Я просто ленюсь вечером выходить. А так бы, конечно, я бы прогуливалась часто. Так, друзья, я наконец-то закончила лепку пельменей. Уже поздновато, конечно, но сейчас мне надо еще залить масло. Так, ну вот что у меня получилось. Я вот лепила и подумала, может, кому-то будет интересно, сколько получается с килограмма фарша. Вот такие вот пельмешки я наготовила. С килограмма фарша и с 2 килограмм муки. Значит, у меня получилось 4 килограмма пельменей. Готовых, без старых. И осталось где-то, вот я взвесила 525 грамм теста. Но, к сожалению, я не взвесила тесто до того, как начала лепить пельмени, чтобы знать, сколько ушло, чтобы сделать калькуляцию пельменей. Вот в следующий раз буду делать, обязательно посмотрю. Так, ну все, теперь я буду заливать масло. А это положу в морозильник. Но сюда у меня не поместится, надо будет их нести туда, на новую кухню. У меня там стоит морозилка. Просто эта кухня у меня еще не обустроена. Но кое-какие вещи у меня там стоят. И вот эти лотки, друзья, очень удобные. Так, неправильно поставила. Видите, если их ставить в разных направлениях, то они друг с другом, то, что там лежит, не соприкасается. И можно вот даже много их поставить вот в ряд. Только в разную сторону, чтобы поворачивать. Так, теперь будем заливать масло. Так, сейчас. Ну, наверное, еще не все, конечно. Давайте я сюда его переставлю, наверное, чтобы было видно. Оно еще не все вытопилось из этого жира, видите. Просто здесь слишком было много пара, я его выключила. Ну, я сейчас просто процежу, сколько есть, а остальное уже буду завтра перетапливать. Потому что я уже
если честно, и устала, и уже хочу спать. Просто сейчас то, что вытопилось, перелью, и все. Какое-то густое масло, я не знаю. Интересно, больше его топить надо, не надо, я даже не знаю. Может быть, его надо будет еще перетапливать, я не могу сказать, короче. Я этим жиром никогда не занималась, не видела даже. Но если даже надо будет, то выложим из банок. Но пока я просто вот залью их в банку. Оно чуть-чуть тепленькое, это поэтому, наверное, такое густое уже затвердевает. Вот видите, вот такое вот масло получается. Не знаю. Так, друзья, ну сколько смогла я отцедила, но видите, тут еще будет, наверное, масло. И, по-моему, все-таки оно не готово. Мне кажется, его надо еще уже отдельно все-таки перетопить. Но опять-таки надо будет перетапливать на водяной бане, потому что раз я начала, то и так топить его нельзя. Значит, я на сегодня это оставлю так, друзья. Пусть будет так. Завтра это тоже перетоплю дальше. А потом все вместе отдельно, наверное. И напишите мне, друзья, если вы знаете, что и как, что мне с ним надо делать. Если честно, я не знаю. Никогда не делала, не знаю. Так что напишите мне. Ну, на этом я с вами сегодняшний свой влог закончу. Спасибо вам, что вы были со мной, что вы меня смотрели. Спасибо за ваши комментарии, за подписки, кто подписался. А кто не подписался и пришел ко мне сегодня в первый раз, я надеюсь, вы подпишетесь. Ну, вот как-то так.